можно сказать, наш фонд музея пополнился очень ценным материалом. Это целая военная династия Базгиевых. Эти ценные фотографии и архивные материалы фонд Краеведческого музея передал Алихан Базгиев. Здесь вся информация о его родословной, которая свидетельствует, что Базгиевы – выходцы из рода Эги. Здесь представлены данные о боевых заслугах как минимум 5 представителей этого рода. А хочется остановить конкретно о Базгиеве Артагане. Он служил в Азове, и вот когда шла Великая Отечественная война, там они встали против врага. 100 танков, много минометов. И вот, выполняя это боевое задание, он с победой выполнил это задание, и наши войска победили под командованием Базгиева Артагана. За этот подвиг Артаган Базгиев был удостоен особой награды. Именной пистолет отныне принадлежит храброму джигиту. Здесь нечему удивляться, уверяет директор музея. Один из предков Артагана, Орсхо Базгиев, в годы Первой мировой войны участвовал в боевых действиях в рядах дикой дивизии. За многочисленные подвиги удостоен высокой награды. Ему подарили именного коня. Таких примеров мужественных сынов ингушей здесь немало, и это огромный материал для патриотического воспитания молодежи. Эти материалы, они станут в основу экспозиции зала боевой славы нашего музея. И вот на примере этих подвигов наши экскурсоводы будут рассказывать нашим гостям музея, посетителям музея и подрастающему поколению об этих людях. В рамках всероссийской акции ОНФ «За Россию» региональные музеи собирают документы, фото, видеоматериалы, различные экспонаты, имеющие отношение к знаменательным и юбилейным датам из истории страны и отдельного региона. Один из таких экспонатов в музее – старинная гармонь, на которой уже давно сыграли последнюю мелодию. Лишний раз беспокоить старинный инструмент здесь не решаются. Отныне любоваться гармонию можно будет лишь из-за стекла. Гармошку нам передал Бештоев Исмаил. Гармошка это принадлежала его бабушке. Она 60-х годов, но не так сохранился этот инструмент. Но он будет отныне у нас храниться в музее. Акцию активно поддержали жители республики, которые спешат передать в надежные руки свои самые ценные и памятные экспонаты. А где еще, как не в музее, найти такого бережного хранителя? Ну а этот фотоаппарат марки «Фотокор» номер 1 принадлежал Бекмарсу Кативу, уроженцу сельского поселения Яндыре, 1935 года рождения. Родственники передали экспонат в Краеведческий музей. Согласно истории, Бекмарс Катив окончил в 1957 году в Казахстане специальные курсы мастера-фотографа. Его работы ценились очень высоко, так как он умел увеличивать фото, ретушировать их, а также накладывать естественные цвета. Это были первые цветные фотографии того времени. Таким подаркам здесь всегда рады, ведь они могут дополнить историю и культуру ингушского народа новыми красками и новыми героями. Марина Муталиева, Рахман Цуров, Новости 24.